ГТРК Ингушетия представляет. Это ручка, которой я пишу. Это кресло, в котором я сижу. Это компьютер, за которым я работаю. А это программа, которую я веду. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы находимся на стадионе имени Рашида Аушева. Это домашняя арена нашего футбольного клуба «Ангушт». Почему мы сюда выехали? Во-первых, наш сегодняшний гость – это ярый болельщик нашего футбольного клуба. Во-вторых, май, солнце, трава зеленеет. Прекрасно. Почему бы и не выйти? Если кто-то спешит, я вас уверяю, наш гость займет у вас не больше 15 минут времени и половины экрана вашего телевизора. А наш сегодняшний гость – это Алаудин Эсмурзиев. А вот, кстати, и он. Что случилось? Почему он так медленно идет? Ну вот, друзья, наконец-то до нас дошел Алаудин Эсмурзиев. Алаудин, салам алейкум. Рад тебя видеть. Я тоже. В общем-то, у меня сейчас такое ощущение, что наша передача и была создана для того, чтобы тебя позвать в одном из выпусков. Такая честь для меня. Алаудин, я предлагаю выбраться на футбольное поле, раз уж мы на стадионе. Ты за? Конечно, да. Ну, давай тогда. Вот, красивое поле, постриженный Да, газон. Алаудин, ты мое любимое являешься... место. Да? Да. Первый вопрос, который мы стандартно задаем нашим гостям. Как дела? Лучше некуда. Я думал, ты скажешь, лучше не спрашивай. Никто не завидует. Алаудин, раз уж мы на поле, я хочу задать тебе один вопрос. Одним из первых. Какие ощущения у тебя сейчас на данном этапе, учитывая, что наш футбольный клуб, за который мы, конечно же, болеем всей душой, возглавляет порой таблицу, сейчас на 3-м месте, правда, но идет с таким отрывом от преследующих? Я думаю, это только начало. Мы на меньшее не согласны. Мы хотим, чтобы наша команда была всегда на первом месте. Ну, мало ли чего мы хотим. Конечно, а мы сделаем. Если мы хотим, мы сделаем. Мы можем. Я не сомневаюсь, что ты, если надо будет, на поле выбежишь. Обязательно. И с болельщиками будешь драться. Алаудин, пока задам вопрос от себя. Перейдем потом, к вопросам от зрителей, коих было немало. Чем ты сейчас занят? Чем ты занимаешься в творческом плане? Готовлюсь отметить свое 15-летие творческой деятельности. Ты очень хорошо сохранил. Творческая деятельность. Да. Алаудин, как и где будем отмечать твое 15-летие творческой деятельности? Первый концерт я хочу подарить Карачаево-Черкесии. Карачаево-Черкесия хочет этого? Я не знаю, хочет, не хочет, но ситуация такая, что Рашид Темрезов, президент Карачаево-Черкесии, присвоил мне звание заслуженный артист Карачаево-Черкесии. Я хочу подарить им свой концерт. Это очень благородно. Да, я написал песню про Черкесск. И несколько слов выучил на черкесском языке, только я сейчас не готов. Конечно. Потом. Сюрприз будет. Да, потом дальше я буду оттуда ехать, с Черкесска, в Нальчике мне присудили. На каждом посту ГАИ по одному концерту. Да, я ГАИ тоже уважаю, они у меня в друзьях. В одноклассниках. Нальчик, Ауяз Бетугану, человек, который президент Артистского мирового комитета, который присвоил мне, не присвоил, сделал меня обладателем высшей музыкальной награды Северного Кавказа. И я хочу подарить кабардинцам один концерт. Да, я угадаю, концерт хочешь подарить. Да, сольный концерт. А чем я еще? Больше ничего. Ну, конечно, я не меценат, не спонсор, я не могу ни финансовые. Да все вы так артисты говорите, потом разъезжаете на Мерседесах. Я видел, на чем ты приехал. Ну, это... Так, дальше еду я в Грозный. Там будет мой концерт, посвященный моей матери. Все песни, которые будут на этом концерте, будут посвящены именно моей матери или им матерям, всем, которых с нами нет и которые есть, естественно. Меня поддерживают в этом и Тамара Дадашева, и Али Димаев. Они написали мне песни на чеченском языке про мою маму. Вот. Я думаю, мне поможет администрация города Грозный. Они уже мне объявили о том, что они поддержат. Так. Это все, конечно, хорошо. Завершает мой концерт. Если бы не учитывать то, что мы сейчас находимся в Назране и... Назрань мой родной город, хотя я родился в городе Малгобек. Я не могу обойти этот город.
Я обязательно посещаю один сольный свой концерт. Многие города хотели бы, но не Малгобека. у каждого получается обойти этот город. Да, а как же, как можно без Малгобека? Вот, подарю концерт им, мне поможет в этом Ахмед Додов. Сейчас он мэр, кажется, города Малгобек. Он сказал, что всячески меня поддержит в этом. И завершающий концерт у меня будет в моем любимом городе Назрань, где я отдал 15 лет своей жизни. Я здесь работаю уже 16-й год. В амфитеатре соберу самые такие вот тяжеловесы нашей эстрады кавказской. Мастодонты. Да, вот самых крутых я соберу. Они уже сказали, что очень хотят выступить в Назране. Любят наших зрителей ингушских. Так что я буду... И здесь у меня будет один сюрприз такой. В финале я это, конечно, всем покажу. Хорошо, переходим к вопросам. От пользователя мышь, не знаю. Я постоянно цитирую вопросы. Хорошо, что кошки нету. Это юмор наших артистов. Бывает тоже. Не без этого, да? Да. Алаудин, почему вы так дорого берете за посещение свадьбы? Ну, знаете, как получается. Я люблю деньги. Я думаю, я ответил на этот вопрос. Я думаю, что да. Хорошо, еще один вопрос. Имеете ли вы какое-либо образование и можете ли вы заниматься профессионально в другой сфере имеется в виду? И собираетесь ли? Помимо артиста. Да, я в первую очередь бухгалтер. Кто бы мог подумать? Да, в вторую очередь я люблю восточное единоборство. Я до того, Вот как это стать секрет, вот это артистом, интересно. до того, как стать артистом, я был каратистом. Могу приемы показать. Просто вот Ну, сейчас... не на мне, Да, вот просто потом как-нибудь. я чуть-чуть изменился комплекции, поэтому не буду, не продолжаю это. И вот так посмотрели на меня. А можно перейти в другие единоборства, например? Сумо есть хорошее. Нет, сумо я не добираю вес просто. А бокс, мой, это наш олимпийский легче добрать, чемпион. чем скидывать, правильно? Могу заняться и футболом, я вообще профессиональный футболист. У меня есть собственная команда, «Сокол» называется, в Ачулуках. Да? Да. И где вы играете? Мы сейчас только готовимся. Вообще-то она существует у меня уже 15 лет, но не под этим именем она называлась. Вообще-то она называлась по-другому. Да. Да, вот сейчас нам один спонсор сказал, что поможет сильно. Могу назвать имя? Можете, конечно, почему нет? Вообще-то они просят, чтобы не назвал, но Дзайтов Харон есть такой человек, который хочет оплатить мне все расходы, которые связаны с этим футбольным клубом. А вот именно костюм слишком Александр Маккуин, туфли Франческо Дони и Мерседес. Это в первую очередь мне. Да, конечно. Как учредитель вот этой команды. Вот. А еще что? Ну, могу бухгалтером. Ну, вы можете быть бухгалтером. Конечно, вот только в резиденции у президента. Там больше денег. Да. Как мы помним, мы любим деньги. Да, мы любим деньги. Вопрос из Чеченской Республики. Так, интересно. Ни для кого не секрет, что чеченская публика тоже наблюдает за нашей эстрадой, знает нас, любит нас. И Хасан Дацаев, небезызвестный в определенных кругах, мой хороший друг, спрашивает: в кого вы такой красавчик? Ой. Вы все время улыбаетесь, не переставайте это делать. И, пожалуйста, если можно, дайте номер своего стоматолога. Да, это Итазов Тимур, мой личный стоматолог, так скажем, мой племянник. Только этим он в жизни не занимается? Да, только этим. Он очень профессиональный стоматолог, он занимается моими зубами голливудскими. Может, поблагодарим молодого Спасибо, человека? Тимур, за то, что ты подарил им мою улыбку. И Хасана тоже. Хасан, за то, что ты заметил мои зубы. Тебе тоже спасибо. Это все? В принципе, да, вопрос исчерпан. Сразу же закончим с похвалами в твой адрес. Передает салам и говорит, что вы капитальный кант Ахмед Асмиев. Я думаю... Взаимно, респект. Асмиев, спасибо тебе. Ахмеду. Ахмед Московский, еще один Ахмед, говорит: Алаудин, гордость войнавского народа. Я не понял вопроса, конечно, но, наверное, это просто так презентик тебе маленький. Ну, знаете, всегда нравится, когда тебе комплименты дают. А теперь перейдем к пользователю удалилось. Вы всегда не в тему улыбаетесь. Почему? Потому что внутренне напряжен. Внутренне напряжен? Конечно. То есть вы волнуетесь? Естественно. На каждом выходе? Обязательно. Даже по истечении 15 лет? Конечно, зрители же меняются всегда. Я не знаю, как меня Да, судя по последним концертам, они все те же. Да. Прям можно по концертам посмотреть, как стареет как конкретный человек. Ну, знаете, бывает тоже. Бывает такое, да? Да, бывает. Ну,
не знаю, мне кажется, Алаудин не в тему улыбается, он улыбается именно. Я всегда в тему. А то, что Да. все, что я плакать должен. Зачем вам мои проблемы? Слезы тем более, да? Ага. Алаудин, если ты позволишь, вопрос, который меня попросили тебе задать, действительно. Почему до сих пор Алаудин Эсмурзиев не женат? У нас в семье очень трепетно относятся к законам нашему менталитету. К адатам, да, естественно. Ну и, конечно, мы, естественно, как и все остальные, очень религиозные люди. Есть у нас такой закон. По очереди жениться. Вот весь ответ на это. У меня друзья спрашивают, почему. У меня еще старший брат, который не женился. Один. Да, один. Самый старший женился, конечно. У него, да, там прекрасные 2 дочери и 2 сына. А вот второй еще думает. А вот я жду, пока он как-то там это самое не найдет, не определится. Да. А сам попросить его или отойти, или попросить его дать мне разрешение я не могу, потому что не позволяет мне воспитание. Ну, только что ты это сделал на камеру. Ну, может, он не смотрит. Я надеюсь. Ты можешь на это надеяться. Я надеюсь, я очень на это надеюсь, но я думаю, что его друзья его там как-то там это самое. Да, я ему... Ну, вот оно нам надо. Оно нам не надо. Вот именно. Так что единственная у меня проблема только в этом. Это не проблема вообще-то, в принципе. Это закономерность. Мы ингуши, значит, мы должны жить по своим законам. С нетерпением будем ждать твоего 15-летия, да, на сцене. Да. И обязательно будем присутствовать. Ну, куда уж без Конечно, нас телевидения. как это. Желаем тебе больших творческих успехов. К сожалению, большому. Время программы ограничено, и мы должны передать слово следующей программе. А у тебя есть возможность, пожалуйста, к своим поклонникам. Ну, поклонники не мои, поклонники моей музыки, ценители музыки ингушской. Да, спасибо. В первую очередь я хочу поблагодарить телевидение Ингушетии, которые не оставляют меня в покое, которые любят меня. Я тоже от души отношусь ко всем к вам. И хочу пожелать каждому спокойствия в семье, любви побольше и совершения всех ваших желаний заветных. А всем, кто любит нашу музыку, любит наш язык, любит нашу республику, хочу пожелать побольше мужества, побольше стойкости и удачи. Да, это плохо. Ну что ж, это был Алаудин Эсмурзиев. За эту передачу нам удалось выяснить немало. Алаудин любит кушать, деньги и людей. Да. В принципе, этого хватает для того, чтобы быть заслуженным и народным артистом 2 республик. Алаудин, спасибо большое, удачи тебе. Вам тоже. Взаимно. Друзья, а я напоминаю, что вы можете приглашать к нам гостей и голосовать за любимых своих артистов и не только. По номеру, который вы видите на экранах 8928 798 8828. Голосуйте, не стесняйтесь, не надо обязательно звонить, телефон, как правило, выключен, пишите смс. Это был Ислам Цузлоев, это была программа, которую я веду. До встречи, друзья. Ай, красавчик!